Далее, при проведении судебного разбирательства, до судебного разбирательства, когда шло, старший следователь майор Курбанов Руслан ездил где-то, если в январе, 25 января это произошло, случай якобы, да, он где-то в феврале ездил в город Нур-Султан, психологическое отделение, где он там лежал, лечился, и давление давал психиатру Назаров, фамилия его, который лечащий врач этого Балабека, что надо сделать так, экспертизу надо вот так сделать. Но это все написано в этом свидетельстве о болезни номер 33. В этом свидетельстве о болезни написано, как он поступил, этот Балабек, специально, что тебе якобы говорить не можешь и так далее. И он в лицо сказал, что ты врешь, что ты этим добиваешься. Там все расписано. И во время суда мы только узнали, что это свидетельство, история болезни они не давали. Только поступило во время суда. Мы только истребовали, где это все написано. Эти вопросы, и Назаров был в Астане тогда, он не был допрошен. И при апелляции, когда я подал на апелляцию, поехал в Астану, Нур-Султан, то есть там вспомнил, что есть Назаров, зашел в военно-клинический госпиталь города Астана, психиатрическое отделение, познакомился, узнал его, сказал, вот такое, действительно, вы это писали, свидетельство о болезни? Он говорит, да, я писал, а что случилось? Вот меня осудили, кто тебя осудил, из-за чего? Говорит, вот такой вы лечили, говорит, Балабека. И он сказал, да, он же я же написал, что демонстративно-шантажное поведение, я за свои слова отвечаю, я так и написал, говорит, что была это инсценировка. Приезжали в военно-следственное управление, упрашивали его. Нет, я был на своем, остаюсь, это была инсценировка. Инсценировка этого демонстративно-шантажного поведения. Театр сыграл, как говорится. И я сказал, вы можете, говорю, это все озвучить во время суда, вы потому что не были допрошены на первую инстанцию. Да, конечно, говорит. Я написал в установленном порядке ходатайства на военный суд Республики Казахстан, чтобы прошу опросить такого-то. И до судебного, то есть при апелляционной инстанции я увидел и услышал в коридоре, когда я первый зашел, господин Назаров, лечащий врач, с Балабеком начали там ругать, Назаров начал ругать Балабека. Ты что делаешь? Это же целый подполковник, ты что натворил? Ты же не вешался. Я же тебя полностью изучил уже, говорит. Ты что натворил? Ты что, говорит, подполковник, судьбу ломаешь, говорит. А он стоял молча, ничего не мог сказать ему сделать. И это все он при опросе апелляционного суда, судьи, три судьи сидели там, допрашивали свидетеля Назарова, и Назаров полностью, согласно истории болезни Балабека, все рассказал. И что заметно, что точно так же убрал военно-следственное управление на апелляционный суд, военная прокуратура Алматы убрал с апелляционного суда эту историю болезни. Благо у меня оказалась копия истории болезни, военный суд города Нур-Султан изъяли как в качестве доказательства и приобщили к уголовному материалу дела. Исходя из этого, меня оправдали. Только со слов Назарова, и что было сомнение. История болезни 33. Лечился Балабек. В заключении ссылка Центрального военного госпиталя господином старшим ординатором отделения службы ССГ Копаева и начальник психиатрического отделения майор медицинской службы Назаров. 3 марта 2017 года анализ причин на утверждение экспертного документа. Здесь пишется, что дата первичного представления, дата отправления, дата получения. Замечание по экспорту, то есть Назаров пишет замечание. По экспортному диагнозу указать, то есть требует специально указать в диагнозе суицидальную попытку, то есть. Ответ пишет Назаров, замечание устранено, но остаюсь при своем мнении и пишет, мое мнение с замечанием не согласен, поскольку имеющее место суицидальная попытка является сведением
носящий аналитический характер, который тесно по времени связано с психотравмирующей ситуацией, возникшей на фоне конфликта, что является дифференциальным подтверждением развития диссоциативного расстройства в виде истероидного мутизма, а никакого либо иного психического заболевания. Для того, чтобы указать суицидальную попытку в экспертном диагнозе, при поступлении не было никаких либо телесных повреждений 27 января 2017 года. В настоящее время нет осложнений и данное обстоятельство не меняет принятое экспертное решение. На настоящий момент имеется критическая оценка к суицидальной попытке и суицидальных тенденций не прослеживается.